Доброе утро, Республика! Начинаем новый день вместе с нами. В студии Катерина Винокурова. Сегодня четверг, 17 сентября на календаре. И вот чем запомнится этот день в истории человечества. Так, сегодня отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Профессиональный праздник, день турменеджера. А в России в этот день, 17 сентября 1922 года, состоялся первый радиоконцерт. И именно тогда впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Логии мониторингу окружающей среды сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 3, плюс 4 градуса. Днем ожидается до плюс 13, плюс 14. В Заречье утром плюс 2, плюс 7, днем плюс 13, плюс 14 градусов. В южных Улусах утром плюс 4, днем плюс 9, плюс 13 градусов. В Вилюйских Улусах плюс 5, плюс 6 утром, днем плюс 13, плюс 15. А в Нижнеленских Улусах плюс 2, плюс 4 утром, днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Западных Улусах плюс 6, плюс 8, днем плюс 14, плюс 17 градусов. В Колыму-Дигирских Улусах плюс 1, плюс 5, днем плюс 4, плюс 8. В Янских Улусах 0, плюс 1 утром, днем плюс 7, плюс 11. В Северо-Западных Улусах плюс 5, плюс 9 градусов. А утром, днем плюс 8, плюс 13 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 1 градус. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается плюс 14, плюс 16 градусов. Спешите подключиться к системе лояльности «Свои», чтобы получить кэшбэк до 40 тысяч рублей ежемесячно, оплачивая покупки картой Алмаз-Эргиен-банка в сети партнеров. Более подробную информацию вы найдете на сайте свои.albank.ru. Мы продолжаем. Малазийский студент обнаружил на своем утерянном в джунглях телефоне селфи и видео обезьяны. Закриц Родзи выложил полученный контент в Твиттер, и он сразу стал вирусным в социальных сетях. Особой популярностью пользуется видео, на котором животное предположительно пытается съесть гаджет. Давайте посмотрим это видео. 20-летний малазиец рассказал в интервью BBC, что в воскресенье он проснулся примерно в 11 утра и не смог найти свой телефон. Каких-либо следов взлома или кражи не было. Он решил набрать свой номер и услышал звонок, доносившийся из джунглей, которые начинались сразу за садом дома. Пошел он на звук и обнаружил свой покрытый грязью гаджет на листьях под пальмой. В телефоне он обнаружил видео, где животное смотрит на камеру устройства на фоне ярко-зеленой листвы, где слышно пение диких птиц. Также в телефоне остались другие фото обезьяны и виды джунглей. В Инстаграме планируют добавить платную функцию в свой сервис, сообщает портал «Протокол», изучивший одно из патентных заявлений компании. Речь идет о добавлении гиперссылок в свои публикации. Выглядеть это может следующим образом. Когда пользователь вставляет ссылку в свой пост, появляется всплывающее окно, предлагающее ему заплатить за это $2. Известно, что одним из самых раздражающих ограничений в Инстаграм на текущий момент является отсутствие возможности для большинства пользователей добавить ссылку в свою публикацию. Если аккаунт верифицирован или на него подписано по меньшей мере 10 тысяч подписчиков, то существует возможность вставить ссылку в сторис. Для всех остальных есть несколько обходных путей, которые всем нам известны. Стоит отметить, что отчислять сервису по $2 за каждый пост ссылкой может быть накладно как для обычного пользователя, так и для бизнес-аккаунта.
О начале иммунизации против гриппа населения в республике в преддверии эпидсезона 2020-2021 года, в преддверии очередного эпидсезона по гриппу и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия напоминает, что наиболее эффективный способ профилактики гриппа – это вакцинация. Сегодня в нашей студии заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Елена Лыткина. Елена Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Как известно всем нам, вакцинация в этом году начинается раньше. С чем это связано? Вакцинация у нас в республике, она началась в конце августа. И это связано с тем, что предстоящий эпидсезон, он отличается от всех предыдущих лет в связи с тем, что у нас по всему миру пандемия коронавируса, поскольку вирусы гриппа и коронавируса, они вполне себе прекрасно накладываются друг на друга, поэтому население, скорее всего, будет болеть и тем, и другим одновременно. И прогноз на эту осень, на эту зиму достаточно неблагоприятный. И в связи с этим, для того, чтобы предотвратить массовые вот эти вспышки гриппа, вакцинация началась с конца августа. Вакцина поступила у нас в республику где-то 70%, это порядка 400 тысяч. Распределена уже по всем районам, и во всех районах идет вакцинация против гриппа. И на сегодняшний день привито более 77 тысяч людей, человек. Это где-то 20 тысяч детей и 55 тысяч взрослых. Что это за вакцина, да, и отличается ли она от предыдущих? Сама вакцина, она такая же, как и во все предыдущие годы. Это отечественная вакцина Savigripp, но единственное новшество, да, это по рекомендации ВОЗ в этом эпидсезоне будут циркулировать новые вирусы гриппа. И, соответственно, вакцина, она содержит 3 новых штамма вируса гриппа. Это грипп А и грипп Б. Поэтому защита населения будет уже от этих новых вирусов. А кому необходимо вакцинироваться в первую очередь, если группы риска? Группы риска, они у нас, как и в предыдущие годы, это, во-первых, дети и взрослые. Дети, начиная с 6 месяцев, как неорганизованные, так и посещающие детские сады, школы, это студенты. Среди взрослых в первую очередь прививаются медицинские работники, работники образования, потом лица старше 60 лет, затем лица, страдающие хроническими заболеваниями, поскольку риск заболеть и получить осложнения от гриппа у них намного выше. И также группам риска относятся это социальные работники, работники транспорта, ЖКХ, жизнеобеспечивающих организаций и так далее. Но прививочная кампания, я так понимаю, уже начала свою работу. Да. До какого числа продлится? Наиболее оптимальным периодом считается сентябрь, октябрь. И вот в этот период мы максимально стараемся привить все население. Наверняка наших телезрителей интересует вопрос, можно ли сделать прививку на рабочем месте. Вакцинация, да, вакцинация, она у нас проходит чаще всего среди организованного населения. Прививочные бригады выходят на места, на работы, в организации, в коллективы и прививаются там. Кроме того, неорганизованное население, поликлиники уже занимаются этим, и детей это в детских садах и школах. А если ребенок не ходит в детский сад, нужно ли ставить прививку? Конечно, нужно, но маленьких детей вызывают в поликлинику и прививают уже в поликлиниках. Всех очень интересует вопрос вакцинации против коронавируса, да? Когда она начнется и кто первым может получить? У всех на слуху вот эта ковидная вакцина, клинические испытания уже завершились, и начнет
ковидная вакцина поступать в регионы к концу года. Мы планируем начать вакцинацию. Вот сначала заканчиваем гриппозную кампанию, поскольку интервал между прививками должен быть месяц по правилам. И к концу года поступит ковидная вакцина, но ковидная вакцина, она рассчитана только на взрослое население, получается, от 18 лет. И в первую очередь будут прививаться медики и работники образования. А что это за вакцина будет? Но в интернете, по телевидению почти каждый день об этом говорят, о том, что проходят сейчас клинические испытания. Она основана на уже имеющихся наработках, поскольку все вакцины у нас проходят строгий контроль, поэтому вот эта вакцина, я считаю, она будет для нас очень нужной. А те, кто переболел ковидом, да? Все равно нужно будет вакцинироваться? Те, кто переболел ковидом, нужно будет привиться прививкой против гриппа. В первую очередь? В первую очередь, да. А дальше уже будет видно. Да. Что ж, Елена Михайловна, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию. Желаю вам здоровья. Ну и я всем тоже желаю здоровья. Отличной вам работы, хорошего дня. Учебный год начался. Выбор школьного рюкзака – одна из основ правильной осанки, походки и хорошего самочувствия наших детей. От нашей телезрительницы поступил вопрос об этом, и мы нашли ответ. Как маме школьника мне важно знать, как правильно выбирать школьный рюкзак. Так как у нас учебников и рабочих тетрадей много, часто он бывает тяжелый. Если, например, мы идем со школы домой пешком, мне кажется, что он совсем неудобный. Подскажите, пожалуйста, как выбирать правильно школьный рюкзак? Начнем с того, что рюкзак должен быть правильного веса, то есть для начальных классов это 500-700 граммов в пустом виде. С 1 по 2 класс допускается при нагрузке с учебниками, с тетрадями до 1,5 килограммов. Для 2-4 классов до 2,5 килограммов. И нагрузка повышается как физическая, так и умственная. Поэтому в старших классах сумка не должна превышать 3,5 килограммов для девушек, 4,5 для мальчиков. Далее, спинка рюкзака желательно, чтобы она была ортопедической, то есть более жесткой, возможно, сеточкой, для того, чтобы спинка дышала. Лямки должны быть широкими, укрепленными, чтобы не врезались в плечи. Ширина лямок рекомендуема 4 сантиметра. Далее я рекомендую, чтобы он был с дополнительными отсеками для воды, например, и для жидкости. Далее рекомендую, чтобы он был ярким, со светоотражательными предметами. И рекомендуется выбирать рюкзак родителям обязательно с ребенком. ЛФК или лечебная физкультура для детей – это особый комплекс занятий, который устраняет последствия физических и психических травм. Основой таких занятий становится природная потребность каждого человека в двигательной активности. Прямо сейчас с нами по скайпу выходит врач лечебной физкультуры Петр Николаевич Попов. Петр, доброе утро. Петр, доброе утро. Слышно? Связи нет, совершенно не слышу ничего. Сейчас слышите меня? Петр, доброе утро. Слышно? Так, у нас небольшие проблемы со связью. Петр меня не слышит, к сожалению. Есть такая информация, которая буквально вчера поступила, о том, что с 18 сентября, то есть уже завтра, в Якутии откроются театры и кинотеатры. Об этом глава Якутии Айсен Николаев
заявил вчера, цитирую: «Мы не видим причин, чтобы не продолжать снимать ограничения, исходя из анализа ситуации после консультации с Роспотребнадзором. Нашими учреждениями здравоохранения мною принято решение подписать указ о снятии ряда ограничений. В частности, мы разрешим с 18 числа работу театров, кинотеатров с наполняемостью 50%. Таким образом, свой 130-й сезон откроет старейший театр Дальнего Востока, русский драмтеатр имени Александра Сергеевича Пушкина. Театр Аланхо откроет сезон спектаклем на открытом воздухе в сквере около Дома дружбы народов. Театр эстрады и театр оперы и балета также откроют свои сезоны для зрителя. Кинотеатры Якутии также готовы к открытию, и по решению руководителей кинотеатров с 18 сентября смогут приступить к работе. Я представляю, какой завтра будет у нас ажиотаж в городе, и не только в городе наверняка. Осень вступила в свои права. Привычные летние занятия остаются в прошлом, но это не повод унывать. Осенними вечерами можно посмотреть хорошие фильмы. Как раз завтра кинотеатры откроются, а сегодня можно просто подготовиться, скажем так. Кинообзор. Далее. Порой я чувствую себя невидимкой. Словно меня никто не видит. Романтические мелодрамы – лучшие фильмы для просмотра осенним вечером. Поэтому наш список не обойдется без таких. Представьте, что вы нашли. Красиво. Даже соблазнительно. Свою вторую половинку. Фильм «Дом у озера» – красивая история любви, в которую сложно поверить. Главными героями оказываются жители уединенного дома на берегу озера. Она живет в прошлом, он в настоящем. А единственное, что связывает их – почтовый ящик, где они оставляют длинные, теплые письма. Вот тебе подарок. Весной 2004-го вдруг пришла метель. Берегись апрельского снега. Выбери место, я там буду, обещаю. Как? Просто не судьба. Нет, не говори так. Что-нибудь придумаем. Дом у озера. Фильм «Легенды осени» не мог не попасть в список уютных фильмов для осеннего просмотра вечером. Само название заставляет вспомнить о захватывающих историях. Сюжет повествует о 3 братьях и девушке, с которой столкнула их судьба. Как изменится их жизнь и кто сможет остаться прежним, а кто откажется от своих принципов. Помимо занимательного сюжета, картину стоит посмотреть ради молодого Брэда Питта, чей талант по-настоящему раскрылся в одной из ролей. You've been nothing but trouble since you came to this house. Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Henry Thomas, and Julia Ormond. Legends of the Fall. И завершает наш список кинокартина «Мачеха». Фильм о женщине, которая напрасно старается завоевать любовь детей своего нового мужа, вопреки стараниям их родной матери, очернить ее. Этот фильм тронет вас до глубины души и заставит ощутить легкую светлую грусть. Кто победит в борьбе за родительские чувства? На чью сторону встанете вы? Включите данный фильм в свой список для просмотра, и пусть ваши осенние вечера наполняются размышлениями. А мы желаем вам приятного просмотра. «Мачеха», кстати, действительно очень трогательный фильм. Постоянно его пересматриваю и вам также рекомендую. Хочу напомнить, что у нас работает WhatsApp номер абонент МТС 8 914 279 2262. И зачитаю сообщение. Доброе утро.
Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Баишева Дмитрия Дмитриевича с днем рождения. Заранее спасибо. Поздравляем, Дмитрий Дмитриевич, вас с днем рождения. Абонент последние цифры 6781 прислал нам. Пока сообщений нет, можете отправлять, поздравлять, задавать свои вопросы. У нас сейчас по скайпу снова должно быть подключение. Проверяем связь. Николай Соловьев у нас должен выйти. Николай, слышно? Николай, слышно? Слышу. Николай нас не слышит. С Николаем мы должны поговорить о телефонном мошенничестве. В настоящее время участились случаи телефонного мошенничества. Телефонные аферисты продолжают атаковать якутян. Дистанционные мошенники звонят с неизвестных номеров и представляются сотрудниками служб безопасности банков и не только. Представляются они официальными ведомствами, а также операторами связи. Под различными предлогами они выманивают у жертв конфиденциальную информацию по банковским картам и списывают деньги со счетов. Поэтому, уважаемые телезрители, будьте бдительны, никогда не отвечайте на подозрительные звонки. Помните, что официальные лица никогда не будут вам звонить, что-то предлагать и говорить о том, что у вас сняты средства со счета. Не доверяйте, бросайте трубку, прекращайте разговор и перезванивайте на номер, который указан на вашей банковской карте. Будьте бдительны. Ну а далее наш эфир продолжит наша полюбившаяся всем школьная рубрика. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Какому событию посвящены эти строки? Когда Кутузов Москву сжег. Наполеонская битва. О войне 1812 года. Отечественная война 1812 года. А именно вот там, вот в Отечественной войне, что там было? Бородинская битва, Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва... Спаленная пожаром. Лермонтов. Ага. А какому событию это посвящено? Ну, войне. Бородино. Я в истории плохо. 7 умножить на 9 сколько будет? 63. 64. 7 на 9. 63. 63. 7 умножить на 9, 63. 63. 7 на 9? Ага. Ну так, 7 на 7, 49, 58. 7 на 9. Так, 7 на 7, 49. 7 на 9, 56, по-моему. 54. И какой урок у вас предмет лучше всего дается в школе? По-моему, биология у меня хорошо. Да? Так, у меня по биологии вопрос следующий. Что больше, инфузория туфелька или амеба? Инфузория туфелька, потому что она многоклеточная почти что. Амеба? Наверное, амеба. Амеба? Нет? Больше? Это точно не могу. Только опять наугад. Ну, наугад. Туфелька. На каком материке находится такая страна, как Кот-д'Ивуар? Материк не помню, но это ближе к Латинской Америке идет. Евразия. Вот это я не знаю. Вот. Первый раз слышу. Как вы думаете, страны с таким названием где могут находиться? Испания. Нет. В Африке?
Как звали возлюбленного Анны Карениной? О, Анна Каренина. Нет, я не помню. Которая под поезд бросилась, да? Ну, точно не помню уже. Онегин. Я Безухов, потом кто там еще? Это произведение 10 класса. Я еще не читала. Вронский, да? Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь завтра, что наши гости появятся все-таки в эфире. Потом можете заранее подготовить свои вопросы по поводу телефонного мошенничества и к нашему врачу лечебной физкультуры. Можете отправлять свои вопросы на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Ну а далее хочу передать слово своим коллегам из якутского блока. Это Нюргуяна Батуева и Роман Алексеев. Привет, ребят! Вот заканчивается ваша первая неделя, дебютная, так скажем, да? Как ваше настроение, как ощущения? Отабастатан туран олус эппетместер бу бейге сахабистерин олохтоохторун хасырдаттан угуннаран кинлер икилери биһиге үчүгейге сырдыкка керага хердиэхтээхпит онны кинлер угуктааттаганы бу биһиге үтүү хасырдабытын көрөннөр кинлер же онтон күүс аланнар күннере олустен тахарлаахтык сагалмыктаахтен бийсаллар илебитин сагалааты бутти оннук Нюргуяна эппит этидермин сөбүлэхебин үйнер күнгө көдүктааны бөлөс бүлүкүрден таккан жоңго үтүүнү багарар күн жыл торгун кепсир сонунлары билихиндерер үрдө капетнесте онон үчүгөй иннегитен өсөдаганы сайдан үйнен иекпит тем бигиню гянагатта эренебит. Да, действительно, ребят, молодцы. Желаю вам удачи. Думаю, телезрители тоже очень радуются за вас. А что сегодня ожидается в вашем блоке? Какие гости, какие темы будете обсуждать? Күн дагахаттон биллен турар жон бу Илдар Ханасен Николаев Егютю хүрбөтөт ханалга бу хеперин кемигер качак мерелери хымнатабын дебите. Онун хебестен биге бу кинотеатр үлете кайдак сүргүтүлүгө ону биге бир жогуска бит кинотеатрын директору колбонон биге капсига. Что ж, спасибо, удачного эфира. Я с вами прощаюсь. Передаю слово своим коллегам. Билин турар тагылык битте. Молодцы.